знают свою историю. Если бы знали, то завоевали бы весь мир. В 1944 году постановлением ЦК ВКП было запрещено изучать историю тюркских народов. За 50 лет унасотнили историю, превратив в толпу, назвали нас бесписьменными, чурками, черножопами. Золотую Орду переписали под удобных монголов, а о тюркском, хазарском, аварском, печенежском, хунском, гунском каганатах, ханстве Тимура, Бабура и Караханидов начисто забыли. Забыли начисто о тюркских просветителях, астрономах, математиках, а кое-кого просто переписали в араба и иранца. Так было удобно тюркские народы ассимилировать. В 3 классе начинают изучать слово о полку Игореве. Любой спор с оппонентом на форуме сводится к одному. Вы были до вхождения в Российскую империю бескультурные, бесписьменные, одним словом, пасли баранов. Им бесполезно доказывать, что до кириллицы была латиница, до латиницы арабица, до арабицы была тюркская письменность с наиболее ранней датировкой V века до нашей эры, исыкская письменность. Бесполезно приводить в примеры Махмуда Кашгари, написавшего толковый словарь тюркских слов ровно 1000 лет назад, или Улугбека, сотворившего первый и точнейший атлас звездного неба за 90 лет до рождения Коперника. В таких случаях я на заявление о занятиях моими предками исключительно о баронощедстве и баронопастве напоминаю о первой переписи славянского населения Золотой Ордой. Тщательная и последовательная политика вытеснения тюркских народов с их коренных территорий Российская империя ведет более 400 лет. Любыми способами – геноцидом, простое грубое уничтожение, этноцидом, ассимиляция, христианизация – искусственными техногенными катастрофами, созданные там, где необходимо, Голощекинский голод, атомные испытания. Намеренно созданный Голощекинский голод унес жизни 40% казахов, позже на территории Казахской ССР создают самый большой в мире полигон атомных испытаний. Было взорвано 456 атомных бомб, вследствие чего в разное время погибло свыше 1 700 000 казахов. Так из крупнейшего тюркского этноса, доминировавшего некогда Золотую Орду, осталась малая для 21 века часть – 9 миллионов. К примеру, по переписи населения 1897 года казахов больше по численности родственных им узбеков в 5 раз. По последним данным, численность узбеков составляет 25 миллионов. Не будь целенаправленной политики, скрытого завуалированного уничтожения казахов, нетрудно подсчитать, что только казахов на наше время было бы 125 миллионов. Российской империи не страшны европейские захватчики, Наполеоны, Гитлеры, Карлы XII, они все в свое время потерпели поражение от России. К немцам, французам, шведам, как историческим соперникам, русские относятся пренебрежительно и иронично, они все проиграли. Особый упор ненависти, клеветы, злобы делается на тюркские народы. Только им, тюркам, славяне не только проигрывали войны, но и сотнями лет, Золотая Орда, 300 лет, Хазарский Каганат, 100 лет, гуны Атилы, 100 лет, входили в их империи. Политика избавления от сильнейшего стратегического противника, тюрков, велась Россией на протяжении 400 лет, и нельзя пребывать в иллюзии, что она прекратилась в наше время. Успехов вам! И не забывайте, что Петр I завещал. А басурман тихим зело сколько можете убавляйте. А Екатерина II, великая императрица всея Руси, любительница лошадиных утех, сказала на военном совете: Казахи не знают свою историю. Если бы знали, то завоевали бы весь мир. Поэтому, по ее приказу, было истреблено полководцем Суворовым около 1 700 000 казахов в период конца XVIII века. Об этом должен знать каждый казах и представитель тюркских национальностей.